Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии я, Лейла Муртазова. Первый заместитель руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики Хадижат Кадырова с рабочим визитом посетила два высших учебных заведения региона в рамках ознакомления с их деятельностью. Визит начался с Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова, где чиновницы ознакомились с инновационными программами обучения, современными учебными площадками. Кроме того, она посетила музей учебного заведения «Хай-парк высоких технологий» и стартап-студию. Также Хадижат Кадырова побывала в филиале Московского государственного университета имени Ломоносова, где дала высокую оценку уровню преподавательского состава, образовательным программам, а также инфраструктуре. На встрече с министром труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Усманом Башировым заместитель руководителя секретариата главы субъекта Хутмат Кадырова подняла вопрос взаимодействия в совершенствовании качества социальной реабилитации и отдыха детей. Это, по словам чиновницы, касается подведомственных министерству организаций. Она особо подчеркнула, что за прошедшие 2 года удалось полностью изменить подход к пациентам, заботой и вниманием показав им, что эффективная реабилитация – это наша общая цель. Отмечу, что во встрече также принял участие руководитель администрации главы и правительства субъекта Галас Таймасханов и не только. За последние несколько лет мы проделали огромный объем работы, чтобы поднять на новую ступень уровень реабилитации в нашей республике. Мы поменяли сам подход к пациенту, показали ему, что для нас нет ничего важнее, чем его проблемы со здоровьем, что его диагноз – это наша общая ответственность. Также мы развиваем социальную реабилитацию в регионе. Мы будем проводить постоянный аудит качества работы наших учреждений, чтобы не снижать планку. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров ждет от нас высоких результатов в нашей дальнейшей работе. В Центре образования имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В рамках праздника дети участвовали в различных конкурсах, проявили силу и ловкость. О том, как подготовились учащиеся, расскажет Турпал Али Тайсумов. В столичном центре образования особенный день. Школьники приготовили красивую и разнообразную программу, посвященную Дню защитника Отечества. Участие в выступлении третьеклассников приняли и внуки первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, шейх Мухаммад и Эсет. Девочка трогательно выступала ведущей красочного утренника. Поприветствуем наших мальчишек, героев сегодняшнего дня. Прошу занять их свои места. Посмотрим, какие же растут наши будущие защитники, объявляя праздничную программу «А ну-ка, парни!». Мальчиков ждали несколько интереснейших заданий. Это кувырки, небольшие кулинарные умения и прочие задачи. Школьники участвуют в конкурсах, демонстрируя ловкость, силу и эрудицию. Эти ребята с малых лет знают все о защитниках Отечества, на протяжении веков защищающих Родину. Шейх Мухаммад оказался одним из самых мастеровитых. Он умело рисовал, при этом с завязанными глазами. Одноклассники поддерживали его, как и всех остальных. Мальчики наглядно показали свое мастерство и навыки защитников Родины. С такими умными ребятами будущее станет спокойным. По словам учащихся, им всем очень понравились конкурсы. Они также поздравили сильную половину России с их профессиональным праздником. Поздравляю всех с Днем защитника Отечества. Папу, одноклассников, всех. Мне понравилось это мероприятие. Я хочу поздравить папу, маму, всех защитников Отечества. Еще поздравить всех наших бойцов. Хочу поздравить всех с Днем защитника Отечества. Хочу пожелать всем защитникам удачи, чтобы они победили этих шайтанов и вернулись. Детям с детства прививают любовь к родине. Огромная страна нуждается в таких талантливых ребятах, и со временем они внесут свой огромный вклад в благое будущее государства и субъекта. Турпал Али Тайсумов, Магомед Басаев и Харун Абдулаев. Вести. Чеченская Республика.
Урок мужества провели росгвардейцы для студентов колледжа Грозненского нефтяного технического университета имени Миллионщикова. Сотрудники ОМОН Ахмат Грозный, управление Росгвардии по Чеченской Республике, которые к тому же являются участниками специальной военной операции, рассказали ребятам о своей службе, наглядно продемонстрировав деятельность в видеоролике. Также в рамках мероприятия они провели выставку боевого вооружения, где были представлены образцы, применяемые ими в работе. Событие приурочено ко Дню защитника Отечества. Bersana doğuşlar duhar çerdaqiya bizar boyu çan ulilu dizar do kratse çan abisnat yaş çak treshuliyo da goyşluq. Teggerş eswa priminat dinadu ta'sun deret iş sen paydado çan tresh moliyelin huliyelin işte abisnatluq. Для любителей спортивных драм есть хорошая новость. В российский прокат вышла третья часть фильма «Лед». Сама картина была экранизирована в 2017 году. В 2024 зрители смогут увидеть, какие новые испытания ждут главных героев и чем закончится эта история. О том, как разворачивается сюжетная линия и сколько денег собрала данная работа, расскажет Амина Тупилагова. Мы с папой сюда ездили в детстве. Тоже вот так лежали, молчали. И они с мамой сюда тоже ходили. «Лед 3» уже по традиции вышел на широкие экраны в День всех влюбленных и сразу стал лидером российского кинопроката. Только за первые дни он собрал более 600 миллионов рублей. Много отзывов об этом фильме, говорят, что это завершение трилогии, то есть это 3 части, целой истории. Третья часть, она как бы ставит все точки. Вот, люди хвалят игру главной актрисы, я вот сейчас имя не вспомню, вот, и говорят, что вот именно эта актриса, ну, скажем так, вывезла этот фильм, зарешала, скажем так, вот. Ну и Петров в своем амплуа, он всегда хорош, он всегда играет. Вот. На фильм ходят и семьи, и молодожены, и по отдельности у нас была ситуация, что там парни, прям целая бригада пошли на «Лед 3». Нет, но это показатель того, что фильм кажется интересный. В заключительной части трилогии Саша Горин раскрывается перед зрителями по-новому. Его дочь Надя выросла и стала фигуристкой. Девушка амбициозная и мечтает о Кубке льда, как когда-то ее мать. Отец возражает и пытается уберечь ее от любых трудностей. Отягощающим обстоятельством в отношениях подростка и родителя стала и первая любовь. Это важная тема, но что мне здесь очень нравится, что это не социальная драма, рассказывающая о взаимоотношении папы и взрослой дочки, а все-таки это такая легкая, такая жанровая, безусловно развлекательная, но с этим срезом взаимоотношений между папой и дочкой. Там есть и мелодраматичные, и драматичные, и смешные сцены. То есть это все есть, но с такой очень, скажем так, легкой подачей. Фильм рассчитан на широкий возрастной охват. Конфликты родителей и детей цикличны из поколения в поколение. А поход в кинотеатр на просмотр картины «Лед 3» — это даже где-то возможность увидеть себя со стороны. Мне понравился кинофильм «Лед». Можно смотреть с друзьями, семьей. Очень классный фильм. Советую всем. Впереди февральские выходные. У тех, кто еще не посмотрел завершающую часть трилогии, есть повод и время это исправить. Амина Тупилагова, Сайцель Мампукаев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.